Инспекторы ГИМС провели рейд на участке паромной переправы Кангаласы-Соттинце. Репортаж Полины Долинской. Во время формирования ледостава сегодня возле берегов реки Лена образовалась наледь. Но несмотря на то, что ледяной покров недостаточно плотный и выход на лед небезопасен, многие жители поселка Кангаласы пренебрегают мерами предосторожности. Шириной где-то метров 3-4 шириной, но глубина если так сказать, наледь на метров, наверное, глубина будет 3-5 метров. За сутки замерзает примерно 5-7 сантиметров. По предварительным данным, ледовая переправа откроется 25 ноября для автомобилей весом до 3 тонн. За несанкционированный выезд на лед автовладельцев штрафуют. К сожалению, подобных мер в отношении пешеходов не предусмотрено. Поэтому местные жители уже успели проложить народную тропу с целью переправы на другой берег. Везде, где народная тропа, выставляются знаки: выход, выезд на лед запрещен. Тем самым предупреждаем население, что небезопасно выход на лед. Везде знаки стоят, и тем не менее они все равно нарушают, выходят, рискуя своей жизнью. На данный момент единственный безопасный способ переправы через реку – катера «Тайфун-4». Стоимость билета составляет 1500 рублей за взрослого пассажира и 1000 рублей с ребенка. Перевозки населения подобным образом продолжатся до 15-16 ноября. Люди, видать, самоуверенные в том, что они перейдут, не зная того, что там наледи, проталины бывают, можно провалиться. Идут на свой страх и риск. Рейды продолжаются. В скором времени сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Саха-Якутия проверят ледовую переправу Хатасы-Павловск. Отмечу, что подобные рейды проходят и в районах республики. Полина Долинская, Семен Семенов, Кангаласы, Якутск.